Доброе утро, дорогая республика! Вот и завершились длинные праздничные выходные, а впереди короткая рабочая неделя. Всего лишь 3 дня нужно поработать и вновь будем отдыхать. И это утро буду встречать сегодня с вами я, Дарья Анкехова. Ну что, дорогие наши телезрители, позвольте проанонсировать, что же будет сегодня в нашем эфире. Сегодня мы вам расскажем и покажем, как в городе Нерюнгри развивается модное направление зумба. Также познакомим вас с последними новостями культуры. И, наконец-то, мы возобновляем так любимую многим зрителям рубрику «Сад и огород». Весна – это время нового. И в Русском театре состоялась премьера спектакля «Академия смеха», режиссером которого выступил актер этого театра Владислав Мичурин. И сегодня Владислав будет гостем нашей программы и расскажет о своем вот таком интересном перевоплощении. Кроме того, вас сегодня ждут постоянные любимые вами рубрики. Много полезной, а самое главное – интересной информации. Если у вас есть идеи для сюжетов или предложения, или, возможно, кто-то из ваших близких хочет стать участником нашей программы, для этого, пожалуйста, пишите нам на наш WhatsApp. Номер телефона вы видите прямо сейчас. И также у нас есть рабочая активная страничка в Instagram. То есть, если, может быть, даже вы захотите стать участником нашей программы, смело пишите. Мы обязательно с вами свяжемся. 9 марта 1934 года в селе Клушино Гджатского района Смоленской области в семье плотника и работницы молочно-товарной фермы Алексея и Анны Гагариных родился сын Юрий, который через 27 лет станет первым человеком, побывавшим в космосе. О других исторических событиях 9 марта расскажем далее. На календаре 9 марта. Сегодня отмечают Всемирный день диджея, день рождения куклы Барби, Международный день домашних насекомых, день нестандартно мыслящих людей, день фрикаделек, день выметания скверных мыслей. По народному календарю этот праздник посвящен первому и второму обретению главы святого Иоанна Предтечи. В этот день ему молятся с просьбами об избавлении от головной боли, о здоровье детей и хорошем урожае. В народе люди верят, что в этот день птицы обретают себе гнездо. Принято чинить старые скворечники и развешивать новые. Женщинам не рекомендуется развешивать белье на улице, чтобы не спугнуть птиц. Громкий щебет синиц предвещает потепление. События в этот день. По указу Ивана Грозного в Москве издана первая печатная русская книга «Апостол». Вышла в свет первая печатная географическая книга на русском языке под названием «География» или «Краткое земного мира описание». В Санкт-Петербурге дана первая в Российской империи опера на русском языке «Цефал и Прокрес» Франческо Араи. Автором либретто выступил Сумароков. В этот день указом императора Александра I учрежден музей Московского Кремля. Основан английский футбольный клуб «Челси». Началось регулярное телевизионное вещание из Шаболовского телецентра в городе Москва. Открыта антарктическая научная станция «Лазарев». В этот день родились Америго Веспуччи, флорентийский путешественник, исследователь Америки. Тарас Шевченко, поэт и художник. Вячеслав Молотов, советский политический и государственный деятель. Леонид Кмит, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Афанасий Кочетков, советский и российский актер, народный артист РСФСР. Юрий Гагарин, советский летчик-космонавт, первый космонавт Земли, герой Советского Союза. Лариса Голубкина, советская и российская актриса театра и кино, певица, народная артистка РСФСР. Орнелла Мути, итальянская киноактриса. Нойз МС, российский хип-хоп-исполнитель, рок-музыкант, композитор и актер. Именины сегодня отмечают Ян, Иларион, Иван.
Сегодня Всемирный день диджеев. В свое время быть диджеем было очень модно. Молодые люди искали модную музыку, чтобы потом включить ее на дискотеках. Как сегодня живут диджеи, осталось ли это занятие таким же модным, мы поговорим с нашим гостем Иваном Бабушкиным, более известным как диджей Стил. Иван, доброе утро. Доброе утро. Здравствуй. Ну, Здравствуйте. во-первых, поздравления с профессиональным праздником. Да, конечно, поздравляю всех, кто непосредственно занят в индустрии развлечений города Якутска. Диджеи, звукооператоры, поздравляем с праздником. Желаю здоровья и, конечно, всего самого наилучшего. Вот так вот, да? Ты начинал еще в 2000-х, да, если не ошибаюсь? Ну, в 2000-х, если честно, с 94 года я начал работать как просто звукооператор, ну и непосредственно совмещал звукооператорство с дискотеками. Вот То есть, как ты пришел вообще началось. к этому? Ну, был когда-то такой у нас известный, сейчас его уже нету, Аполлон Томский, известный продюсер. Он в свое время очень хорошо продюсировал такие группы, как Иксап, Игорь Егоров. Я как бы в одно время мы с ними начинали вместе. И он как бы мне поставил задачу, типа, что вот ты такой, все, прикольный, слушаешь музыку. Мы просто вместе еще с ним учились в музыкальном училище, поэтому как бы он всегда... То есть у тебя музыкальное образование Да, есть? есть у меня образование и чуть-чуть консерватории. Вот так. То есть ты не случайный человек в этом диджейском таком сообществе, да, оказался? Ну да, как целеустремленно я не хотел заниматься диджейством, но просто так получилось, что вот... А помнишь ли ты пришлось. свою первую площадку, где ты работал? Первую дискотеку, где это проходило? Первая площадка, ну, такая большая прям площадка, это была КЦ «Спарта». Это тогда еще, где сейчас Якутский научный центр называется. Да? Да. Я даже такого И не знаю. называется дискотека «Эльдорадо». Там, Эльдорадо да, было такое, да? там прям Вот очень- это уже на слух более такое, знаете, восприятие. А потом, я помню, были же дискотеки уже на открытом воздухе, да, в районе Комсомольской площади, да, Да, было? ну там я иногда приходил как гость, да, потом Стелс там были, вот такие дискотеки маленького формата уже. Хорошо, так. Вот сейчас люди подходят так же, да, как раньше, допустим, поставь мою песню, или как-то это уже ушло в прошлое? Сейчас, конечно же, они все подходят, но только уже не с кассетами, а с телефончиком, там, поставь мою песню, вот эту ты слышал песню, вот это начинается, Вот бывает начинают всё равно. умничать, ага, как бы это тоже. Приходится выслушивать и иногда включать. Ну, Иногда. Ну, не всегда. Хорошо. Ну а сейчас твои предпочтения в музыке, ты все-таки вот что сам слушаешь? Ну, я сейчас в связи со своим возрастом больше слушаю звуки тишины. Да ты что? Вот так вот, да? То есть это уже такая, да, специфика твоей работы, да? Отдыхаешь от нее, да? Да, стараюсь как бы можно меньше эту музыку слушать, потому что уже столько обилия всего непонятного появилось. А сохранились ли у тебя вот первые твои, допустим, кассеты или пластинки, с чем ты работал? Диски, наверное, Ну, да? есть коллекция пластинок небольшая, лежит там, пылится, как бы сейчас уже не используем особо. Ну, я думаю, что когда-нибудь я все-таки достану, протру и буду включать для Думаешь, своих внуков. Для внуков, да, Да, такое да, наследие, да, твое? А вообще сейчас у нас в городе насколько развито вообще вот это вот диджейское движение, да? Ну, ты-то работаешь давно уже, сейчас молодежь идет в эту профессию или все-таки вот наши старожилы стоят? Ну, нехватка всегда у нас была с диджеями. Причем, как бы они приходят, там, интересуются и понимают, что это не очень так легко, и как бы уходят. Есть, конечно, новое веяние диджеев. Они устраивают мероприятия, вечеринки свои закрытые. Да. Вот, ага. То есть есть такое, да? Но вот сейчас, наверное, телезрители у нас думают, а что сложного-то? Ну вот диджей, ну ставишь пластинки, ну крутишь, ходишь по клубам, да, там вот. В чем основные сложности? Не, ну вот твоей помимо профессии? чувства ритма, там надо слух обязательно иметь. Там, тональность разная, очень композиции бывает. Там, попасть в квадрат, там, подогнать ритм одинаковый. То есть слух обязательно? Не все так. Слух желательно, чтобы был слух, да. Чувство ритма обязательно, слух по желанию. То есть это такие вещи, да, которые обязательно должны быть. Это приобретенное, может быть, или все-таки врожденное? Ну, у меня как бы мама просто музыкант. Бабушка, дедушка мелодист, он сочинял музыку, поэтому мне как бы по наследству досталось. Вот. А вообще можно ли вот этот тот самый уникальный слух в себе как-то, ну, может Ну, быть, если слух есть, развить? как бы, то лучше, наверное, не стоит
заморачиваться, развить слух. Я думаю, что это как бы бесполезно. Бесполезно, да? Да. То есть либо есть, либо нет, да? Да. Ну, а у нас существуют сейчас какие-то школы для диджеев в нашей Ну, республике? у нас некоторые диджеи, да, делают частные школы диджеев, приглашают, если какие-то кто-то заинтересуется, ну, как бы, за кулисами я могу там контакты оставить. Всегда рады. Ага. А сам ты преподаешь? Ну, выборочно, по желанию. Если есть- кто-то хочет, я всегда помогу. Да. Помогу. Ну, вообще, а как ты считаешь, чего не хватает вот нашему движению в Якутске? Вот именно школ таких или все-таки кадров не хватает? Или вообще у нас может быть какая-то база должна быть, У нас площадка сейчас или не что? хватает, что у нас ограничения же не мешают нам Да. работать. Вот буквально недавно только начали Мгм. открывать двери, и поэтому ограничения сейчас пройдут, надеюсь, что и народ попрет, и люди захотят заниматься диджейством. А ты как-то нашел другую площадку вот во время пандемии, да? Вот вообще без работы сидел или что-то все-таки творил? Нет, я сейчас немножко перестроился, больше в караоке ушел. Пою там, разными голосами балуюсь. Вот. То есть ты так себя Кому- развлекаешь, да? кому-то нравится. Ага. А когда было интересно работать? Вот в 90-х, в 2000-х или сейчас все-таки и техника поменялась, да, и музыка меняется? Вот тебе самому по душе, твоя, когда была вот это? Ну, больше, конечно, воспоминаний из 90-х, там как бы все начинается, всегда же так вот детство постепенно, вот это все, школа, после школы, потом дискотеки первые начинаются, первые знакомства с интересными людьми. Вот. То есть тогда, да, Да. все-таки Новая, яркие воспоминания? новая музыка, которая не всегда была доступна, нам приходилось покупать ее в разных точках города Якутска, там 3 точки было в городе. Это крестьянский рынок, вот, LG-центр, и частники иногда бывали, продавали тоже на рынке. То есть, чтобы Да, сыграть на дискотеке, еще нужно было найти, да? Да, конечно, найти, прослушать и запустить в нужное время. А сегодня вот о чем мечтает диджей Стил вот именно в профессиональной деятельности? Вот, может быть, что-то хочешь создать, сочинить, открыть, может, побывать где-то? Есть вот такая мечта диджея? Сегодня, хотелось бы, чтобы это все у нас, конечно, устаканилось в стране, потому что очень сложно работать сейчас в этой ситуации. Ну и здоровье, долголетие, как Долголетие. говорится. Мечтаешь о долголетии? Ну, еще хотя бы лет 20. Ну, вот так вот, да? а потом можно уже. Хорошо, ну и такой вопрос, а почему диджей Стил? Откуда так? Ну, вот как-то почему-то началось, так вот меня девчонки начали называть. Я, может, как-то одевался так очень броско. Броско, да? Ага, и из этого они решили меня так обзывать. Обзывать. Ага. Ну, не совсем уж прям обзывать, диджей Стил звучит же, и как-то же к тебе, да, это Ну, немножко подходит. Ага. подходит. Мне кажется, как раз-таки кто-то прям говорит, конкретный что- стил. ага. Нет? Ну Есть. все, спасибо большое, конечно, Иван, что посетил наш утренний эфир. Мы желаем тебе какого-то такого творческого, наверное, вдохновения. И, конечно же, как ты говоришь, главное – здоровье. Мгм. Спасибо, всем спасибо. Всех диджеев мы поздравляем с профессиональным праздником. И сейчас мы прервемся на короткую паузу, а затем вернемся в нашу студию. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Владимир Путин объявил о новой выплате для семей с невысокими доходами на детей от 8 до 16 лет включительно. Об этом президент сообщил в поздравлении с Международным женским днем. Владимир Путин уточнил, что мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае. Президент напомнил, что в России уже предусмотрены ежемесячные выплаты для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети до 7 лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет. Соцпенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут с 1 апреля. Соцпенсии получают люди, которые не имели возможности наработать достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. После индексации с 1 апреля на 3,4% средний размер такой пенсии составил 10 200 рублей.
После индексации соцпенсия вырастет в среднем на 800 рублей. Также вырастет размер выплат по государственному пенсионному обеспечению. Они назначаются отдельным категориям граждан. Это военнослужащие, космонавты, работники летно-испытательного состава, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, участники Великой Отечественной войны. Дополнительные меры поддержки агрокомплекса готовят в России. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Подготовлены предложения по возмещению части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Дополнительно прорабатываются меры поддержки молочной отрасли, чтобы не допустить роста потребительских цен, говорится в сообщении. Также планируют выдавать дополнительные субсидии для льготных категорий аграриям для проведения полевых работ, финансирования льготной закупки сельхозтехники через инструменты агролизинга в объеме не менее 10 миллиардов рублей. В Мирнинском районе проблем с товарами первой необходимости не предвидится. Склады торговых предприятий заполнены продовольствием в достаточном объеме. Об этом сообщил Роберт Муртазин, начальник управления по предпринимательству и инвестиционной политике. Оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка ведет ежедневный мониторинг цен на продукты и товары первой необходимости. Сообщить о случаях необоснованного завышения цен можно по горячей линии Госкомцен. С полным списком для обращения можно ознакомиться на сайте. В целом по Мирнинскому району ситуация с ценами и запасами продовольственных товаров стабильная. Дефицита товаров и ажиотажа со стороны населения не наблюдается. В настоящее время торговые предприятия осуществляют сезонный закуп товаров до закрытия зимника. Нами ежедневно мониторится ситуация с ценами и запасами продовольственных товаров. Информация оперативно направляется в республику. Таким образом, считаем, что оснований для паники нет. А в случае каких-либо изменений администрация района будет в оперативном порядке информировать население через средства массовой информации. Министерство образования, культуры, спорта, науки и техники Японии ведет набор иностранных студентов с целью подготовки кадров, которые станут связующим звеном между Японией и Россией. Для выявления подходящих кандидатов в СВФУ прошел письменный экзамен по японскому языку, который провел вице-консул по образованию и культуре Генконсульства Японии в Хабаровске. Лучшие студенты пройдут обучение в Японии в одном из университетов в течение 1 года. Смогут повысить уровень знаний. Мы проводим письменный экзамен по японскому языку с целью отбора кандидатов на участие в программах Министерства образования Японии. То есть студенты, кто сдал этот экзамен, будет изучать японский язык или японскую культуру в Японии. Мы даем стипендию. Они бесплатно изучать японский язык или японскую культуру в университете, где они желают. Доброе утро для тех, кто только присоединился к нам. Мы приветствуем всех наших зрителей на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Вы смотрите «Утро Якутии». С вами я, Дарья Анкефа. В начале 20-х годов прошлого столетия в Якутии практически каждый второй житель был безграмотный. Примерно такая же ситуация наблюдалась и по всей стране. Тогда был подписан декрет о ликвидации безграмотности. Как этот процесс происходил в Якутии, мы расскажем далее. Благодаря декрету 1919 года о ликвидации неграмотности по всей стране и в Якутии стали проводиться меры по ликвидации неграмотности населения. Согласно декрету, каждому гражданину от 8 до 50 лет надлежало получить хотя бы начальное образование. Для этого строились ликпункты и привлекалась грамотная молодежь, особенно комсомольцы. По изъявлению председателя Совнаркома Сидора Барахова, число неграмотных в начале 20-х годов
превышала 120 тысяч человек. Это большая половина населения Якутии того времени. В качестве пунктов образования также использовались избы-читальни, где учили людей от мала до велика. При обучении использовался алфавит Новгородова, который был очень прост в использовании, писался, как читался. В нем не было абсолютно заглавных букв, не было знаков пунктуации, и поэтому он имел большой успех у населения. Бурно развивалась промышленность, реформировалось сельское хозяйство, и поэтому в стране нужны были кадры. А в Якутии тогда кадров было мало образованных, и поэтому строились техникумы по разным направлениям, по пушному делу, по строительному делу. Был открыт техникум связи в 1934 году, был открыт институт педагогов, то есть пединститут. И в 1935 году по инициативе Платона Аюнского был открыт научно-исследовательский институт языка и культуры. Начиная со второй половины, особенно со второй половины 20-х годов до конца 30-х годов в республике произошли коренные достижения в области просвещения, образования людей. На улице хоть и значительно потеплело, но все равно еще минусовая температура. Многие отправляются на природу, подышать воздухом, покататься на лыжах, на сноуборде. В активном отдыхе на свежем воздухе главное знать меру и не заработать себе гипотермию. Что это такое и как это избежать, узнаем прямо сейчас. Доброе утро! Переохлаждение – это долгое нахождение в среде с низкой температурой. В медицине это явление называется гипотермией. Состояние, когда значительно падает температура тела. С незначительным снижением температуры организм может справиться, но если температура падает ниже физиологического уровня, возникает нарушение жизненно важных функций. Гипотермия – это большой стресс, который подавляет иммунную систему. Поэтому так опасно любое переохлаждение. Первая помощь при переохлаждении – необходимо переместить пострадавшего в теплое помещение, укутать теплым одеялом, организовать прием теплой ванны, не горячей, добавляя воду до температуры тела, это 37 градусов. Согреться поможет теплый чай или молоко. Если есть признаки обморожения, вызовите скорую. Важно! При гипотермии нельзя принимать горячую ванну, пить спиртное, прикладывать к телу грелки. Как избежать переохлаждения? Не следует выходить в мороз в легкой одежде без головного убора, шарфа, варежек. Верхняя одежда должна быть непромокаемой. Помните, что многослойная одежда согревает лучше, чем однослойная. Предпочитайте натуральные теплые зимние вещи. Откажитесь от ношения тесной одежды и обуви. Они ухудшают циркуляцию крови. Не употребляйте большое количество спиртных напитков. В состоянии опьянения человеку не удается разглядеть первые признаки замерзания. Не курите на морозе. Табаку свойственно нарушать циркуляцию крови. Главное – относиться к прогулкам на морозе разумно и ответственно. В последнее время по всему миру все большую популярность набирает зумба. Это одно из направлений фитнеса, направленное на укрепление тела и гармонии души. Сколько нюрнбергцев отметили эффективность такой программы, расскажем в нашем следующем материале. Микс
элементов под латиноамериканские ритмы. Самбо, хип-хоп, бачата, фламенго и все это единое сформированное направление под названием зумба. Автор зумбы работал инструктором групповых программ. Как-то раз он очень торопился на работу и забыл диск с музыкой. Пришлось взять первый попавшийся диск, который валялся в машине. Но чем неформальнее музыка, тем проще движение. Так и появился этот тренд. Занятия проходят под музыку. Ритмичные движения задействуют все мышцы тела. Оптимальное решение для тех, кто хочет держать себя в форме и при этом танцевать. Зумба я занимаюсь уже больше 2,5 лет, потому что раньше мне нравились танцы, но там по возрасту пришлось уйти. А здесь может любой человек в любом возрасте прийти и заниматься этим просто для себя, для удовольствия. В программе нет сложных движений. Каждая тренировка похожа на танцевальную вечеринку. В Нерюнгри это направление появилось сравнительно недавно, но желающих совместить здоровый образ жизни и танцы с каждым разом становится все больше. Я отучилась 3 года назад. Отучилась, потому что я всю жизнь занималась танцами, и в какой-то период у меня был перерыв в занятиях, но я всегда занималась спортом, ходила в зал, и захотелось вот именно и заниматься спортом, и не завязывать с танцами. Я узнала об этом направлении, и для меня это было просто шикарное открытие. Я поняла, что можно держать себя в форме, при этом танцевать. Хорошая физическая форма и здоровый образ жизни всегда были и будут актуальны. А так как зумба направлена на похудение и поддержание общего тонуса, миллионы людей по всему миру уже отметили ее эффективность и присоединились к занятиям. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Ух, какие зажигательные у нас, да, именно девушки, которые танцуют зумбу. Вы видели? Мне прям очень понравился этот сюжет. Ну а мы сейчас переходим к нашим следующим новостям. И это новости культуры. Доброе утро! С вами «Культурные новости». Артисты Национального театра танца имени Сергея Зверева «Кыл-Вола» Дмитрий Артемьев и ансамбль «Кыл-Саха» стали лауреатами первой степени международного конкурса «Страна талантов» за видеоролик «Концертный номер «Оюн». Режиссер-оператор Герман Сокольников, звукооператор Алексей Спиридонов. Поздравляем с успехом! В селе Апаны Намского улуса открылся новый культурный центр «Чорон», построенный в рамках национального проекта «Культура». Этого события жители села ждали с нетерпением, так как до этого современного дома культуры там не было. Общая площадь здания 1400 квадратных метров. Строительство началось в 2020 году. Общая сумма финансирования составила более 175 миллионов рублей. В этом году начнутся реставрационные работы в Доме-музее имени Емельяна Ярославского, Мемориальном доме-музее Максима Кировича Амосова в Якутске и 10 памятниках истории и культуры, находящихся на территории Итыккёльского литературного музея и Черкёхского музея политической ссылки. Реставрационные работы ведутся по республиканскому проекту «Сохраним памятники», старт которому в 2019 году дал Айсен Сергеевич Николаев. Наиболее крупные объекты финансируются из федерального бюджета по программе развития культуры и туризма. Всего в Якутии в последние годы восстановлено свыше 30 памятников исторического и культурного наследия. Стартовал конкурс на предоставление грантов добровольческим и волонтерским некоммерческим организациям в рамках программы «Волонтеры культуры». Заявки на получение гранта принимаются до 17 марта. Грант предоставляется по 4 основным направлениям в сфере культуры. Первое – добровольческие и волонтерские проекты в сфере культурного наследия народов Российской Федерации. Второе – добровольческие и волонтерские проекты в сфере сохранения объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Третье – добровольческие и волонтерские проекты содействия в организации и проведении массовых мероприятий в сфере культуры. Четвертое – развитие добровольчества в учреждениях культуры с условиями и порядком проведения конкурса, требованиями к заявке и положениям о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Российского фонда культуры. На этом наш выпуск подошел к концу. До новых встреч!
Совсем недавно в нашей столице была открыта школа актерского мастерства. Как проходят их уроки, чем они там занимаются, ну а самое главное, чему же можно научиться, узнала наша Полина Долинская. Сегодня мы попробуем себя в курсах актерского мастерства. Между прочим, эти курсы проходят из первых рук, потому что занятия будет вести настоящий актер нашего русского драматического театра. Все за мной! Студия, где каждый желающий может пройти обучение и познакомиться с театром. Это хороший старт для тех, кто выбирает творческую профессию и новый круг интеллектуального общения. А также это возможность познакомиться с самим собой. Для себя, для саморазвития, чтобы выйти на площадку своей собственной жизни, я думаю, это вот как раз больше подходит, потому что мы даем какие-то определенные инструменты, которые людям потом помогают в дальнейшем чувствовать себя в обществе посвободнее, пораскованнее, быть чуть поярче. Но опять же, всегда работа – это человека над собой. То есть мы даем инструменты, а там уже кто как ими будет пользоваться. Курс состоит из 4 занятий. За это время студенты учатся работать со своим телом, прорабатывают внутренние блоки и страхи, постигают азы актерского мастерства, ораторского искусства и сценической речи. Занятия проходят в игровой форме, а участники разных возрастных категорий. Здесь и школьники, и взрослые. Я нашла то, что я действительно хочу. Я действительно хочу стать актером театра, кино. Это очень интересно. И давно хотела как-то связать свою жизнь с именно творчеством, искусством и тому подобное. То начинать никогда не поздно, можно и в 80 лет пройти курсы, любые, какие только возможно. А меня на эти курсы привело любопытство. Мне было очень интересно попробовать себя в чем-то новом, так как моя деятельность основная заключается в работе с людьми, с очень большим количеством людей. И я считаю, что актерское мастерство, оно всегда помогает в общении. Я вот думаю, либо поступить на актерское мастерство, либо просто использовать новые знания, чтобы общаться с людьми, быть более раскрытой, раскрепощенной. Курсы актерского мастерства – это возможность найти и понять себя, стать частью классного общества молодых интеллектуалов, а также начать разбираться в искусстве. Задача студии «Актерка» состоит в том, чтобы на понятных примерах дать азы театральной системы, просто для жизни, а кого-то увлечь театром, двигаться дальше и глубже и привести на театральные подмостки. Ни для кого не секрет, что весь мир театр, а люди в нем – актеры. Один из важнейших уроков курса – это работа над собой, над своими страхами и неуверенностью. Ведь если ты сам не веришь в себя и своего персонажа, тебе никто не поверит. Что бы ты показала Константину Станиславскому, чтобы он тебе поверил? Ну, все что угодно, мне кажется. Все, что ему бы захотелось, я думаю, он бы поверил. Я бы показал себя настоящего. Полина Долинская, Григорий Охлопков, Якутск. В Русском драматическом театре время премьер. На прошлой неделе свою
попался материал «Академия смеха» Коки Митани. Очень интересный материал. Он О такой... чем? Для тех, кто не знает. Ну, спектакль, я, наверное, скажу так вкратце. Да. Знаете, вот мы в мире, да, каждый в своем там, допустим, мы в культуре, да, работаем, вдруг назначают человека. Вообще постороннего человека, который в этом деле вообще ничего не сведает. И вот он начинает ставить препоны. То есть ты к нему приходишь, чтобы тебе утвердил пьесу для постановки театра. Театр должен работать. А он говорит, нет, мне это не пойдет, мне это не нравится. То есть он цензор. И буквально автору приходится за одну ночь переделать пьесу. И так без конца препоны. И в конце концов, когда он разрешает поставить, уже меняются обстоятельства. У нас, как всегда, в жизни бывает. Да. Мы хотим, чтобы у нас это воплотилось, а приходит начальник, который в этом ничего не понимает. Ну, к сожалению, такое, да, действительно бывает. Хорошо, когда человек занимает свое место. Раз, и его что-то не устраивает. Вот приблизительно об этом пьеса. Примерно об этом, дорогие друзья. Ну, да? я все секреты не буду раскрывать. Да, для этого нужно прийти и посмотреть. Прийти, посмотреть, приходите, всех призываю, да. Как ваши коллеги вообще воспринимают вас вот в качестве режиссера? Так, подкалывают, может ругаются, может не слушаются даже. Подкалывают, это как само собой. Да, это режиссер же у нас. Да. Но вообще, я скажу так. Коллеги отнеслись очень мне помогали. Это просто Дмитрий Трофимов, Евгений Кузьмин. Ну, ребята действительно взялись, и у нас вообще очень доброжелательная труппа. Да. У нас и актеры, и все очень доброжелательно относятся, очень все хотят работать, и зрители любят. Вот. И, конечно, так сперва подкалывали, говорит, ну, режиссер, ну, давай, командуй, давай, да? Хорошо, давай, что ж ты нам скажешь-то? А потом... Процесс пошел, да, ребята, действительно, актеры поверили в себя, и им стало интересно работать. А действительно процесс захватывает, да, там и ночами перезванивались, и там чего только не было. Вот такая одна большая семья, да, практически? Да, мы большая семья, тем более мы втроем. Я говорю, ну что, будем соображать на троих? Вот. Пошли. Вот это особенная черта, да, этой пьесы, что задействовано всего 2 актера. А вот с точки зрения вот вашего профессионального опыта, легче работать с большой командой, с большой труппой? Или вот 2 человека тоже, в принципе, интересно? Я тебе вот так скажу. Ведь там страниц, да, 74 страницы. Это очень много. И это, на самом деле, это вообще нелегко. Это очень тяжело и очень сложно. Это на самом деле. Здесь одна беда нам немножко, ну как не хотелось, вот эти болезни, да, вот этот ковид, он здорово выбивал. То я сперва болел, то потом актер у нас болел. И вот немножко как бы остановка шла, буксовала сама постановка. Но ребята все равно собрались, как бы, и попытались воплотить все наши задумки. Да, потому что, ну, у нас они молодцы, просто молодцы. Я говорю, я вот им сказал, говорю, вы просто герои. Вот самый настоящий герой. Потому что на самом деле держать зал на протяжении 2 часов... 2 часа? Ну, час 50 где-то, вот так вот приблизительно. Держать зал... Это очень тяжело. Сложно. Это очень тяжело. Это потому что, вот, допустим, выбор, да, что Дмитрий Трофимов, он уже большой опытный актер. Вот на самом деле Женя Кузьмин, он тоже очень уже опытный актер, да. И эту пьесу вот так просто, то есть, невозможно поставить. Это должны уже актеры быть с багажом. Да, у них только есть багаж. им под силу это. Да, это актерам только с багажом. А вопрос, а как вы выбрали именно эту пьесу, да? Вообще, это, если не ошибаюсь, это же японский драматург? Японский драматург, да. То есть вы увлекаетесь, да, именно по душе вам? Или все-таки это было чье-то наставление? Ну, скажем так, была же постановка в театре Пушкина в Москве, да, первая постановка. И было просто интересно, что там за автор, перевод. Ну, у нас всегда чуть позже приходит. И все равно приходят эти пьесы. И действительно она заинтересовала, потому что есть пьесы, которые, ну, сюжет такой, ну, как бы ни о чем, но вроде бы что-то сделали, да, а этот автор уже мировой автор. Понимаешь? Он уже поставил... Захотелось вам, да, он именно. уже поставил не одну
пьесу, он даже поставил «Вишневый сад». И это очень интересно. И он действительно такой мирового уровня. Вот, поэтому и захотелось поработать. Да, в России, это очень интересно, потому что и сюжет, и все, и есть что ставить, есть что играть, есть чем работать. Вот что Вот самое так, главное. да? Да. Ну, а вот вообще, если честно, вы в своей вот деятельности, да, все-таки душа лежит больше к актерскому мастерству, или все-таки вот сейчас режиссура это тоже ваша? Чему душа-то лежит больше? Изначально я же шел учиться на режиссера, да, у меня вот так как бы было. И поэтому как бы изначально задатки такие режиссерские все равно они лежат. И так периодически хочется что-нибудь там, ну, так что-нибудь поставить, иногда прямо так тянется. То есть хочется выйти и сказать, да не так делается. То есть все-таки внутри где-то есть, но в большей части я все равно актер. Актер. Да, потому что даже ребятам я больше объясняю с актерской точки зрения, более, наверное, эмоционально. Они говорят, так, Дмитрий, уйди со сцены, что ты нам показываешь, мы сейчас сами покажем. Да, что вот такие. Ну даже сейчас вот эта бешеная энергетика от вас, да? Потому что сидеть не можешь, да. Да, сидеть не можно, прям какая жестикуляция, какая речь, да. Но я прям сижу, и мне тоже почему-то хочется вот прям так же громко говорить, понимаете? То есть все-таки актер, вы в душе все-таки актер. Да, столько лет уже актер, и столько лет на сцену выхожу, оно как бы не хотелось, оно все равно уже актерское идет, да. Ну, спасибо большое, Владислав, что посетили наш утренний эфир. Давайте проанонсируем для наших телезрителей, да, вот все-таки это премьера, да, Академия смеха. Приходите, смотрите. Да, я хочу всех телезрителей пригласить на премьеру Академия смеха. Я думаю, что вы там каждый увидит что-то свое, и каждый прочитает что-то свое. Ну, заодно и отдохнете, посмеетесь. Пожалуйста, приходите, ждем вас. Спасибо большое, но обязательно я точно приду, обязательно посмотрю. У меня прям уже огромный интерес возник, да, как это все будет происходить. Спасибо вам большое, мы желаем вам всего самого наилучшего, главное, побольше вот такого позитивного мышления. Обязательно. Да, и, конечно же, мы рады видеть вас всегда на сцене. Спасибо, до свидания. Спасибо большое. Ну и сейчас, дорогие друзья, мы прервемся на короткую паузу и вновь вернемся в нашу студию. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. В Якутске начался трехмесячник по санитарной очистке и подготовке города к весенне-летнему периоду. В ближайшее время силами службы эксплуатации городского хозяйства будет произведен сброс снега с крыш многоквартирных домов и вывоз снега и наледей с дворовых территорий, а также с улиц, скверов и площадей. Жильцам частного сектора напоминаем, что запрещается складирование снега вдоль улиц, а также вывоз его на ледовые поверхности водоемов, а также вывоз снега и наледей в места, не предназначенные для его складирования. Нарушителям применят меры административного воздействия. Здесь особое внимание, наверное, жильцам надо обратить внимание на объявления, которые висят на сегодняшний день в многоквартирных домах, чтобы не ставили машины, то когда указанные даты будут проводиться сброс с крыш снега, и не выпускать детей играть без наблюдения старших в такие территории. Для жителей частных секторов на сегодняшний день через управу выдаются талоны для вывоза снега. Абсолютно бесплатно принимается на полигоне снега 50 лет Советской армии. А для управляющей компании там чуть-чуть другая схема. За 2 года Мирнинское управление автодорог отремонтирует дорожное полотно федеральной трассы Вилюй протяженностью 17 километров в сторону Ленска. С управлением подписали государственный контракт на сумму 1 миллиард 450 миллионов рублей. Средства предназначены для капитального ремонта дорожного полотна участка трассы Ленск-Мирный. До октября следующего года управлению предстоит отремонтировать участок дороги в границах федеральной трассы Вилюй. В этом году управление трудоустроит дополнительно около 80 человек. Требуются механизаторы дорожной техники, экскаваторщики, бульдозеристы и водители. В настоящее время работают примерно 800 человек. То есть он пройдет поселок Алмазный, далее сворот на Ленск и 7 километров в сторону Ленска. Далее, что будет сделано, что будет интересно, это освещение на территории поселка Алмазный, где проходит дорога Вилюй, будет выполнены работы. Далее это будет кольцевое движение на развилке между двумя дорогами
направлением дороги Вилюй-Ленск-Якутск и примыкание дороги Анабар. Назальную вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать раньше, чем планировалось. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. Он отметил, что до 17 марта провакцинируют добровольцев. По этим результатам будет написан отчет, на основе которого Минздрав решит, регистрировать вакцину или нет. Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса в октябре 2021 года. В завершение о спорте. Ларион Андреев из Хангаласского района и Евгений Алексеев из Усть-Алданского района победили в республиканском турнире по национальной борьбе Ханалас-Хапсагая. Соревнования проходили в Покровске. Всего за два дня медали и призы завоевали 35 спортсменов в разных весовых категориях. В абсолютном первенстве в весе свыше 75 килограммов победу одержал Евгений Алексеев. Во второй день в весе до 75 килограммов чемпионом стал Ларион Андреев. Президент районной федерации борьбы Хапсагай Вячеслав Нестеров вручил чемпионам сертификаты на 400 тысяч рублей каждый. К этому часу это все новости. Удачного дня! Доброе утро! Мы приветствуем всех, кто, возможно, только проснулся. Вы смотрите «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Наш эфир уже практически подходит к концу, и остался еще один блок, и нас, конечно же, ждет еще много чего интересного. На календаре 9 марта. Март для дачников – это самый долгожданный месяц. Пора уже сеять овощную рассаду и, конечно, любимые цветы. И мы вновь начинаем традиционную рубрику «Сад и огород» с нашей опытной огородницей Ольгой Шихановой. Сегодня она расскажет о том, как посадить модные в этом сезоне цветы эустомы. Доброе утро, уважаемые телезрители и уважаемые дачники, а также уважаемые все цветоводы, кто занимается разведением красоты. Сегодня я хочу рассказать об эустоме. Эустома или лизиантус, или ирландская роза еще ее называют. Конечно, она очень трудоемка, очень длительный процесс ее выращивания, но я преклоняюсь перед всеми, кто выращивает ее. Это прошлогодняя эустома. Она летом цвела, отцвела и достояла до самых морозов достояла. Потом я занесла ее до заморозков, и мы часть привезли сюда эустомы. И они зиму в покое находились, а весной смотрю, они двинулись уже в рост. И вот здесь видно, например, что есть старые ветки. Вот если на этом примере мы посмотрим, есть старая ветка, а рядом пошли новые, уже поросль эта. И они будут уже цвести. А этот уже цвели. И которые высокие, они тоже цвели уже. Да, они после Нового года начали цвести. И сейчас им надлежащий уход, если сделать, я подкормила уже один раз их, да, они начнут набирать цвет, и к тому времени, как увезем их на дачу, они начнут цвести. Наравне с этими, которые перезимовали эустомы, я подстраховываюсь, или еще я досаживаю новые и сажаю их рассадой. Рассадой в торфяные таблетки. Посадить их, конечно, очень просто. Заварить кипятком таблетки нужно. И семечки, каждую семечку отдельно в ложе, сделать ложе. Но я всегда перед тем, как садить их, я все-таки зубной палочкой таблетку рыхлю. И пульверизатором, конечно, разбиваю оболочку. Иногда нужно посадить, например, новые сорта, какие-то махровые, красивые. Поэтому я этим пользуюсь. Когда таблетка прорастет, корешками, будет видно. Их тогда пересаживаю в 200-граммовые стаканчики, а потом уже, когда в стаканчиках прорастет
корешками, видно будет, прозрачные стаканчики лучше сажать. Вот, тогда уже сажаю вот так вот в горшки. Практически земля как для фиалок, такая хорошая земля, универсальная для цветов, но очень, чтоб мягкая, рыхлая была, и нужно ее обязательно просеять. И с добавлением вермикулита. Такой горшок на 2 пойдет, вот на 2 растения. Кормить нужно щадящими такими дозами и растворимыми дозами. Обязательно, чтобы им попадало в растворенном виде на корешки все. Но зацветают, все знают, что они очень поздно. 6-7 месяцев. 5-6-7 месяцев, потом только зацветают они. Поэтому мы вот их привозим, но они успевают. Если к ним хорошо вот так вот относиться, подрыхлять, можно проколы делать зубочисткой. Вот так проколы делать, чтобы воздух поступал. Тогда они будут, конечно, лучше расти. Ну, успехов вам в выращивании устомы. Отныне каждую среду будет постоянная рубрика «Сад-огород». Если у вас возникают какие-то идеи, либо вопросы, вы можете смело отправлять их на наш WhatsApp номер, а также на Instagram-страничку. Ведь сезон для дачников и вот любителей, да, вот этого растениеводства сейчас в самом разгаре. Пишите нам, возможно, у вас что-то произошло с рассадой. Может быть, вам нужны советы от нашего эксперта. Мы обязательно вам постараемся помочь. Весной многие автолюбители пробуждают от зимней спячки своих железных коней. Многие проводят в салоне автомобиля очень много времени. И порой в салоне скапливается тот самый мусор. Наш коллега, заядлый автомобилист Руслан Ачиров, решил эту проблему для себя и поделится лайфхаком с вами. Полезный совет. Если вам не понравилось, как вас постригли, то подождите месяц и постригите заново. Ну а кроме шуток, следующий лайфхак. Друзья, если у вас есть автомобиль, то вы, думаю, постоянно, так же, как и я, сталкиваетесь с проблемой поддержания чистоты в салоне. Например, на своем опыте могу сказать, что потихоньку в салоне собирается мелкий мусор. Не знаю, там бутылки из-под сока, обертка, те же одноразовые маски. И потихоньку автомобиль превращается в такое вот захламленное средство передвижения. Приходится находить свободное время и подъезжать к мусорному баку и выбрасывать мусор из машины. Для поддержания чистоты в салоне нам поможет вот такое вот небольшое мусорное ведро. Стоит оно около 300 рублей. Ну и, конечно, мусорный пакет. У мусора есть очень уникальное свойство, он очень быстро накапливается. Вот, допустим, взять даже упаковку от тех же мусорных пакетов. Все, и все остальное вот так вот. Мелкий мусор. Все устанавливается. Можно, конечно, прикрепить и где-то найти место. Ну, кстати, вот переместился на пассажирское сиденье. Ведро, оно имеет небольшие размеры. Кстати, можно взять еще меньше. Для автомобиля, я думаю, этого будет достаточно. И абсолютно не мешает пассажиру. Зато в салоне будет всегда чисто, не будет мусора. Вот такой небольшой лайфхак для автомобилистов, который поможет вам содержать салон вашего автомобиля в чистоте и порядке. Спасибо большое, Руслан, что поделился с нами вот таким лайфхаком. Возможно, нашим телезрителям это станет таким хорошим, полезным, самое главное, советом. Ну а мы хотим напомнить, что наша программа объявила о начале конкурса двойников. Итак, дорогие друзья, если вдруг вы или ваши близкие похожи на какую-то известную личность, на актера, возможно, на певца, возможно, на политического деятеля, ну, в общем, какую-то известную личность, отправляйте ваши фотографии, мы будем ждать, и приз, самый главный приз, да, это будет профессиональная фотосессия в образе. Вот вы сейчас видите адрес нашей электронной почты, отправляйте туда фотографии, и, конечно, обязательно с пометкой, на кого похоже, да, допустим, да, либо, возможно, сделайте коллаж, да, чтобы было понятно, с кем вы хотите себя или своих близких сравнить, да. И также можете отправлять ваши фото на нашу Instagram-страничку и на наш WhatsApp номер.
Мы будем обязательно ждать ваши фото и, конечно, совсем скоро уже объявим победителя. Напоминаю, приз будет фотосессия, профессиональная фотосессия в образе. Вот таким был наш утренний эфир, дорогие наши телезрители. Мы напоминаем вам, что мы встречаем утро каждое утро в 7 часов на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. И, конечно, мы всегда ждем от вас обратной реакции, обратной связи. Поэтому пишите, задавайте вопросы. Мы стараемся каждое утро сделать ярким, позитивным именно для вас. Ну и увидимся с вами уже завтра в это же время на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Всего доброго! Доброго утра вам!